Сегодня я расскажу вам, как звучат дни недели и время суток. А еще у меня к вам огромная просьба. Давайте вместе придумаем слово-запоминалку к слову «морковь» «сябес». Жду ваши запоминалки в комментариях. Итак, приступаем к изучению слов по теме дни недели и время суток. Начнем, как всегда, с мини-словарика. Посмотрим те слова, которые будем учить. Сину – верить. Дусенбе – понедельник. Тейсенбе – вторник. Терсенбе – среда. Бейсенбе – четверг. Жума – пятница. Сенбе – суббота. Жексенбе – воскресенье. Саре – мелкая серебряная монета. Кюн – день. Тюн – ночь. Апта – неделя. Тан – утро. Кеш – вечер. Тус – полдень. Бюген – сегодня. Ертен – завтра. Бюрсегюне – послезавтра. Кеше – вчера. Алдынгюне – позавчера. Алды – начало. Дуй – сенбе – понедельник. Тей – сенбе – вторник. Тяр – сенбе – среда. Бей – сенбе – четверг. Жума – пятница. Сенбе – суббота. Жексенбе – воскресенье. Посмотрите внимательно на все дни недели. Кроме пятницы, везде выделена часть слова сенбе. Кстати, сенбе – это суббота. И в каждом слове, кроме пятницы, есть эта часть. Что нам это дает? Дойсенбе – понедельник. Понедельник. Нам всем нужно идти на работу, потому что понедельник – это начало рабочей недели. И как бы мы ни провели свои выходные, как бы нам не хотелось спать, отдыхать, мы сами себе говорим: вставай и дуй на работу. То есть понедельник – это дуй. И помните, в каждом слове, кроме жума, есть часть сенбе. То есть дуй сенбе – понедельник. Нам надо придумать только к первой части название дней недели. Ну вот в понедельник это дуй на работу. Сейсенбе – вторник. Понедельник обычно планерка, а во вторник пора работать, пора зарабатывать деньги и заполнять ими сейф. Выделено вторник, выделено сей в слове сейф. И, конечно, мы добавляем сенбе. Вторник – сейсенбе. Тярсенбе – среда. Среда – это середина недели. Выделено сер. Сер, сяр приблизительно одинаково звучит. Поэтому среда будет сяр-сенбе. То есть сяр-сенбе – среда. И еще небольшая справка по поводу сяр-сенбе. Сяре – это мелкая серебряная монета. И казахи считают среду удачным днем. Можно полагаться на удачу. И может быть, среда сяр-сенбе – это как раз это слово образуется от слова сяре – мелкая серебряная монета. Монета на удачу. Поэтому и день удачный. Бейсенбе – четверг. В четверг ты так уже устаешь, что чувствуешь себя как воробей, маленькой птичкой. Выделено бей от слова воробей и, конечно, сенбе. Вот наш четверг. Бейсенбе – четверг. Жума – пятница.
Ну, те, кто живет в Казахстане или активно общаются с людьми, которые мусульмане, то они прекрасно знают слово «жума» – пятница. Но все равно даю подсказку. В пятницу покажу маме дневник. Выделено «жу» в слове «покажу» и «ма» в слове «маме». Жума – пятница. И еще справка. Жума – это святой день для мусульман. В этот день они жарят 7 поминальных лепешек и поминают родственников до 7-го колена. Сенбе – суббота. В субботу, сен, ты обычно бездельничаешь. Мы вот опять начинаем с вами использовать для запоминалок уже слова на казахском языке. Выделена суббота, выделена сен от слова ты и выделено бе в слове бездельничать. Сенбе – суббота. Жексенбе – воскресенье. В воскресенье есть желание к друзьям и родственникам сходить в гости, чтобы жеу – это кушать, хонакпен с гостями или хонакта в гостях. И опять у нас, видите, выделены слова на казахском языке. Же в слове кушать, жеу, и к в слове хонакпен, хонакта. Но вот здесь вот это не ошибка в слове хонакпен, к у меня не специфическая, без крючочка. На самом деле она, конечно, твердая, х должна быть, но здесь я написала такую, потому что же мягкое, сенбе мягкие, чтобы не путаться. Жек, сенбе, воскресенье. Сину верить. Только самому близкому человеку мы можем сказать: я верю, что ты, сен, меня не предашь. Верю, сен выделено. Сину верить. Панда днем занималась кунг-фу. Зашла в туннель, а там темно, как ночью, и она поранилась. Выделено днем кун, слово кунг-фу. Выделено тун в слове туннель и ночью. Смотрим в словаре. Кюн – день, тун – ночь. Кюн – день, тюн – ночь. Утром вместо зарядки панда любит танцевать. Выделено утром, выделено тан в слове танцевать. В словаре у нас тан – утро. Тан – утро. Солнышко только-только на горизонте появилось. Она смогла купить лекарство. Она – это панда, которая поранилась в туннеле. Она смогла купить лекарство, потому что аптека работала всю неделю без выходных. Выделено апт, в слове аптека и выделено неделю. В словаре у нас апта – неделя. Попугай Кеша проснулся поздно вечером, потому что вчера Кеше было плохо. Выделено Кеш – поздно вечер. Это до запятой. И после запятой выделено вчера Кеше. В словаре Кеш – поздно вечер, Кеше – вчера. Это у нас Кеш – поздно вечер. Мы о тусовке договорились еще в обед. Выделено туз в слове тусовка и выделено обед. Туз – обед. Завтра вылетаем в Ереван с тетей Наташей. Выделено завтра, выделено ер в слове Ереван, те в слове тетя и Наташей н. Получилось ертен завтра. Завтра ертен. Сегодня будем гидроплан испытывать. Будем учить гимн, а по телевизору будет выступать известная гимнастка.
3 подсказки в одном предложении. Сегодня будем гидроплан испытывать. Бу-гин выделено. Будем учить гимн. Бу-гин. А по телевизору будет выступать известная гимнастка. Бу-гим. И в словаре у нас бюген сегодня. Бюгин, бюген. Сегодня бюген. Позавчера Алексей с дыней гулял на пристани, предлагая ее встречным девушкам. Вот такой у нас ловелас с дыней. Выделено позавчера, выделено ал в слове Алексей, дынь в слове дыня, гулял, гу-эн-и на пристани. И получилось алдын гюне позавчера. Позавчера алдын гюне. Кстати, вот гюн похоже, да, на кюн, день. Алдын гюне позавчера. Алды – начало, кюн – день. Позавчера – день начала отсчета. То есть позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра. Мы же так говорим. И вот если мы алдын и к поменяем на г, алдын гюне у нас получается. Алдын гюне позавчера. То есть кому удобно учить слова, разбирая их на части, вот для вас этот вариант. То есть начало отсчета дней. Алдын гюне позавчера. Алды начало. Еще одно слово. Послезавтра будет ураган сильный, говорили умные начальники. Выделено послезавтра. Дальше выделено б, ур, си, г, у, н, и. И в словаре у нас бюрсегюне послезавтра. Бюрсегюне послезавтра. И опять у нас гюне, да? Кюн, кюне, гюне. Послезавтра будет благодарный день. Благодарность – это мерси, день кюн. И получается бюрси гюне послезавтра. Еще одна подсказка, как выучить слово послезавтра бюрсе гюне. Итак, давайте повторим новые слова, которые обозначают у нас все и дни недели, и части суток, времена суток. Сину – верить. Дусинбе – понедельник, дуй на работу. Тесинбе – вторник, в сейф нужно класть деньги. Сину – верить, я верю только тебе. Терсинбе – среда. Терсер – середина недели. Бейсинбе – четверг. Чувствую себя как воробей уставший. Жума – пятница. Покажу маме дневник. Сенбе – суббота. Ты бездельничаешь. Жексенбе – воскресенье. Же – кушаем с гостями, либо в гостях. Хонак. Царе – мелкая серебряная монета. Кюн – день. Панда занималась днем кунг-фу. Тун – ночь. Ночью пошла, вернее в туннеле было темно, как ночью. Апта – неделя. Аптека работала без выходных всю неделю. Продолжаем повторять новые слова. Тан – утро. Утром вместо зарядки панда любила танцевать. Кеш – вечер, поздно. Мы помним попугая Кешу. Туз – полдень, обед. О тусовке мы договорились в полдень, в обед. Бюген – сегодня. Ертен – завтра. Бюрсегюне – послезавтра. Здесь я уже не буду вам повторять слова-запоминалки, потому что их для каждого слова несколько. Кеше – вчера. Алдын гюне – позавчера.
алды – начало. Теперь давайте разберем на примере. Слово «сину» – верить. Как мы переведем «я поверю», «ты поверишь»? Переходное время глагола. Сенемен, сенесен. Мы добавляем букву «е», «а», «е» и краткое, и личное окончание. Возможно, я поверю, ты поверишь. Предположительное время глагола попробуйте поставить слово «сину». Сенермен, сенерсен. Правильно, суффиксы «ер», «ар», «р». Хорошо, дальше. Я точно поверил, ты поверил на 100%. Это давно прошедшее, очевидное. Правильно. Сенгенмен, сенгенсен. Суффиксы ганген, ханкен. Оказывается, я поверил. Оказывается, и ты поверил. Это давно прошедшее время глагола неочевидное. Конечно. Сенпен, сенпсен. И обратите внимание, что в первом лице окончание личное будет пен. Я верю, ты веришь. Это настоящее время глагола. Тенеп отермен, тенеп турсен. Попробуйте перевести предложение. Мен саган, сенеп отермен. Да, я тебе верю. Хорошо, давайте вспомним, как образуется множественное число. Окончание лар-лер после сонорных «р» и краткой и гласных. Слово подсказка «рой». Рой – это множество насекомых. И буквы «р» и краткая в слове «рой», а также «о», которая будет объединять в себе одной все гласные. Тартер после глухих по закону сингармонизма и дар-дер в остальных случаях. А теперь давайте поставим слово «кюн» – день во множественное число. Как у вас получится? Кюндер – дни. Совершенно верно. Сяре – мелкая серебряная монета. А как будет, если их будет много мелких серебряных монет? Сяре – лер – мелкие серебряные монеты. Конечно, потому что гласные. Кеш – вечер, а вечера будут кештер. Тюн – ночь. Будет тюндер – ночью. Молодцы. Теперь давайте вспомним, как образуются вопросительные частицы. Маме после «р», «и», «л» и гласных. Слово подсказка. Вопрос. Рой летит? Рой летит? Дальше. Папе после глухих по закону сингармонизма и бабе в остальных случаях, а именно м, н, н, з, ж. Слово подсказка. Много жизни хочет баба. Бабе надо много жизни. У тебя есть серебряная монета? Попробуйте перевести самостоятельно. Не забывайте про вопросительную частицу. Тенде, царе барма. А как будет? Монета у тебя? Царе синдеме. Смотрите, в казахском языке мы вопросительную частицу ставим к тому слову, которое мы хотим уточнить. То есть, если мы спрашиваем, у тебя есть серебряная монета, то вопросительная частица будет стоять к слову есть. А если мы спрашиваем, монета у тебя, то будет вопросительная частица ставиться к слову у тебя, синде.
А если бы мы спросили, у тебя монета, то было бы синде сарими, вот таким образом как-то. Что у тебя есть? Слово «что» – это вопросительное слово. И здесь будет звучать следующим образом. Синде не бар. Когда в слове, в предложении, вернее, стоит вопросительное слово, то вопросительные частицы мы уже не употребляем. В доме кто есть? Уйди кэмбар. Видите, здесь тоже нет вопросительных частиц, потому что есть вопросительные слова «не», «что» и «кэм», «кто». Давайте повторим падежи. Объясню позже зачем. Итак, винительный падеж имеет окончание «ны», «не», «ты», «те», «ды», «де», «ны», «не» после гласных. Творительный падеж имеет окончание «бен», «пен», «мен», «бен» после звонких «з», «ж». Дательно-направительный падеж «ка-ке», «га-ге». Местный падеж «да-де», «та-те». И исходный падеж имеет окончание «дан», «ден», «тан», «тен», «нан», «нен». И мы запоминаем, что «нан», «нен» после «м», «н», «н». Для чего мы вспомнили падежные окончания? Давайте вопросительное слово «кэм» поставим, добавим все падежные окончания. Расклоняем по падежам. Кэмде – кого? Винительный. Кэммен – с кем? Творительный. Кэмге – кому? Дательно-направительный. Кэмде – у кого? Местный. И кэмнен – от кого? Исходный. Окончания падежное я сейчас не буду объяснять, мы их повторили. И здесь видно, после буквы «м», какие должны добавляться. Давайте следующее слово разберем. Не, что? Не, что? Это винительный падеж. Немен, с чем? Это творительный падеж. Неге, чему? Это дательно-направительный падеж. Но в казахском языке есть еще одна фишечка. Неге, помимо перевода «чему», переводится еще «почему». Неге, почему, зачем. Можете это сразу запомнить. Неде, на чем, неде, от чего. Давайте составим предложение. Ты на чем пишешь письмо? На бумаге? Обратите внимание, что в первом предложении «ты на чем пишешь письмо» у нас есть вопросительное слово. Во втором предложении «на бумаге» в вопросе, да, здесь нет вопросительного слова, значит здесь будет вопросительная частица. Попробуйте самостоятельно перевести, что у вас получится. Сен неде хатты жасып отырсын қағаздама. Давайте разбираться. Сен неде, сен ты, неде, на чем? Это местный падеж. Пишешь что? Письмо. Хатты, винительный падеж. И жасып отырсын ты прямо сейчас пишешь. Поскольку есть вопросительное слово неде, то мы вопросительные частицы не ставим. Қағаздама, на бумаге. Здесь есть вопрос, но нет вопросительного слова, значит будет вопросительная частица. Частица ма. На бумаге. Ты кому отправишь письмо? Мне? В принципе то же самое. Первое идет предложение вопросительное с вопросительным словом, а второе будет с вопросительными частицами. Попробуйте самостоятельно. Конечно. Сен кімге
хаты жебересен, маганба. Кемге, кому, это дательно-направительный. Хаты, что, письмо, это винительный. И жебересен, это переходное. Маганба, мне. Здесь у нас не подходит рой летит. Здесь подходит бабе нужно много жизни. Маганба. Так, еще потренируемся. Что ты положил в конверт? Письмо? Так, сразу говорю, конверт не переводится, он также будет звучать. И все то же самое, как в тех предложениях. Сен, нене конвертке, салгансен, хаттыма. Разбираем. Нене, что это винительный. Куда конвертке, дательно-направительный. И салгансен, это давно прошедшее, очевидное. Хаттыма, письмо. Кстати, еще один момент. Значит, в казахском языке стоит вопросительное слово. Какое окончание падежное имеет вопросительное слово, в том же падеже будет и слово ответ. То есть, если что положил, то и письмо будет тоже в винительном падеже. Сен нене конвертке салгансен. Хаттыма. С чем ты будешь пить чай? С конфетой? С вареньем? Сен немен шайды эщесен. Ты с чем будешь пить чай? Немен творительный, шайды винительный, эщесен это переходное. Кемпит пенбе конфетой тоже мы ставим в творительный падеж. То сапенбе вареньем. Частицы будут бе, потому что заканчиваются на н. И здесь у нас пен в обоих случаях, потому что и компит, и то сап заканчиваются на глухие. На этом урок закончен. Жду ваши слова-запоминалки к слову «вся весь морковь» в комментариях. Не забывайте подписываться на канал. Пока!